В Махачкале в последние часы прогремело с небольшим интервалом сразу два взрыва, оба в продуктовых магазинах. В числе пострадавших около 2 десятков человек, половине потребовалась госпитализация. Полиция же сейчас ищет подозрительных молодых людей, замеченных у торговых точек незадолго до того, как там сработали взрывные устройства. С места события Амар Магомедов. Это первые кадры после взрыва бомбы. Здание магазина объято пламенем. Пожарные расчеты борются с огнем, но безуспешно. Внутри помещения сотни бутылок со спиртными напитками, которые усложняют работу спасателей. Пожар периодически возникает с новой силой. Справиться с огнем удается спустя 15 минут. Здание выгорело полностью. Взрыв прогремел в центре Махачкалы, вот в этом круглосуточном магазине. Очевидцы рассказывают, что видели, как двое молодых людей зашли с небольшим пакетом в руках, оставили его у входа и вышли на улицу. А спустя некоторое время внутри помещения прогремел сильный взрыв. Как позже выяснилось, самодельное взрывное устройство преступники начинили зажигательной смесью, чем и было вызвано быстрое распространение огня. Ранения получили почти 2 десятка человек. Среди них продавщица, сотрудник ЧОПа, покупатели и случайные прохожие. Половина из них от госпитализации отказались. 9 пострадавших доставили в городские больницы, в том числе 3 детей. Обратившихся к нам 9 человек, из них 3 детей. Дети по скорой помощи направлены в детскую многопрофильную больницу. У них предварительный такой диагноз контузии головного мозга, осколочные ранения лица, туловища. Семью Магомед Шариповых ранило осколками выбитых стекол. Хотя в момент взрыва Магомед вместе с женой и 2 детьми находился в 50 метрах от злополучного магазина. У всех 4 медики обнаружили рваные раны. Очень сильный был взрыв, потому что я просто увидел, как летели вот эти крупные осколки. Все стекло и все. И практически всем досталось. Рваные раны, вот здесь зашили, мышцы порезала и там на ноге, здесь и на голове. И вот девочка сильная рана на спине, она спиной стояла, и рваная рана, тоже такая серьезная рана. Спустя час в городе прогремел еще один взрыв. Объектом преступников, как и в первом случае, также стал магазин. На этот раз сработал лишь детонатор. Помещение получило незначительное повреждение. Сейчас саперы ФСБ России обезвреживают бомбу. Тем временем оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения. По версии правоохранительных органов, за 2 взрывами, скорее всего, стоят одни и те же исполнители. Амар Магомедов, Игорь Малышев, Ариф Гамидов и Милана Магомедова. Северокавказское бюро НТВ, Дагестан.